Президент Сергей Багапш навсегда останется в истории Абхазии как политик, с которого началось мировое признание независимости нашей республики. Он открыл широкий путь для своих последователей, дал возможность будущим президентам уже в мирной стране, отвоевавшей все свои рубежи, выстраивать международные отношения. Президент Аслан Бжани отметил, что личностные качества Сергея Багапш, его воля стали определяющими факторами его успеха и успеха Абхазии. Каким внутренним стержнем нужно было обладать, какими твердыми убеждениями, настойчивостью и уверенностью в действиях, чтобы в таких условиях вести свой народ и страну к заданной цели, преодолевая политические разногласия, часто непонимание, не поддаваясь эмоциям и порою провокациям. Но именно таким был Сергей Багапш, твердым, человеком с добрым сердцем, жестким, но не всегда готовым к разумному компромиссу. Его терпеливость к оппонентам удивляла, его способность масштабно мыслить и приходить к необходимым народу и государству решениям давала уверенность и обществу, и соратникам, вместе с которыми он шаг за шагом шел к достижению всеобщего успеха. В торжественном заседании, посвященном 75-летию Сергея Васильевича Багапш, принял участие второй президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. По его словам, признание независимости России двух государств, Абхазии и Южной Осетии, не произошло бы без настойчивого участия президентов обеих республик. Именно благодаря нашему единению мы победили. И пускай никто не думает, что без усилий Владислава Ардзинга, Сергея Багапша, Эдуарда Кокойты кто-то бы признал и Абхазию, и Южную Осетию. Эти люди глубоко заблуждаются. Я прекрасно знаю, через что мы прошли. Я непосредственно принимал вместе с Сергеем Васильевичем участие в этих огромных таких непростых дискуссиях. Именно политическая воля, любовь к своему народу, бескомпромиссность, если это касалось интересов абхазского народа, Южной Осетии, вот это характерная черта Сергея Васильевича Багапша. Не обошел тему признания независимости Абхазии и России депутат Государственной Думы Константин Затулин. По его словам, этому процессу способствовала и геополитическая обстановка. У нас не было, на самом деле, сомнений в Государственной Думе. Мы всегда добивались того, что была признана Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, как потом Республика Донецкая и Луганская. Но не всегда обстоятельства складывались в пользу этого. Всякие, международные и внутренние. Но мы тогда заявили, за полгода до событий 2008 года, что если Грузия нападет на Абхазию или на Южную Осетию, если Молдова нападет на Приднестровье, мы в этот день должны признать, мы, Россия, должны признать Абхазию, мы должны признать Осетию или признать Приднестровье. В Приднестровье мы ждем этого момента, когда мы сможем подойти к Приднестровью для того, чтобы осуществить задуманное. И мы этого добьемся. В день 75-летия Сергея Багапш прозвучали самые теплые, искренние слова в адрес второго президента Абхазии. И многие сегодня вспоминали его девиз «С верой в людей, с верой в добро». Марьяна Котова, Инала Бухава, Абаза ТВ.